Микрорайон Сарматы начал разрастаться более 5 лет назад. Сегодня на пустыре, вплотную прилегающем к восточной границе Сибая, раскинулся обширный частный сектор, решительно и бесповоротно изменивший городской ландшафт. Повсеместному развитию поселка в свое время был задан мощный стартовый импульс, оправданный естественным желанием горожан сменить душную жилплощадь в многоквартирном доме на отдельный участок с зеленой лужайкой, к тому же располагающийся недалеко от центра. Но тогда и предположить не могли, что именно это обстоятельство значительно отсрочит появление здесь общественного транспорта и сделает жизнь на территории поселка отнюдь не такой мобильной, как ожидалось. В настоящий момент ближайшей автобусной остановкой для жителей микрорайона является остановочный пункт, расположенный у детской соматики. Ежедневно жителям самых отдаленных улиц поселка Сармат приходится преодолевать от 3 километров пути. Таким образом, понятие шаговой доступности для поселка, располагающегося практически в черте города, приобретает буквальный и отнюдь не самый положительный смысл. Решающим фактором в этом вопросе является все же безальтернативность. Вот, например, жителям улиц Металлургов, Злобина или Профсоюзной, не имеющих личного транспорта, подобные прогулки приходится устраивать по любому поводу на регулярной основе. Да, автобуса нет, мы вот в школу с детьми ходим пешком. Сейчас у меня дочка первоклассница, иду ее встречать. И вот так вот несколько раз в день ходим пешком, считай, по 8 километров, наверное, проходим. Нету автобуса, хотя бы вот до конца улицы Чайковского вот движение автобуса бы сделали, вот 6-й маршрут. Ну, с водителями разговаривала, газельки же ездят. Они сказали, нужна остановка. Так, говорит, не разрешают без остановки. Остановочные пункты, согласно действующему регламенту по организации маршрутов движения общественного транспорта, должны обустраиваться на расстоянии не менее 300 и не более 800 метров друг от друга. По словам компетентных лиц, для ввода короткого маршрута с разворотной точкой в конце улицы Чайковского необходимо оборудовать не менее 4 остановочных пунктов на данном участке дороги. А вот для организации движения общественного транспорта внутри поселка требуется обеспечить необходимые коммуникации, расширить проезжую часть, уложить соответствующее дорожное полотно и провести уличное освещение. На сегодняшний день этот вопрос становится актуальным. Для того, чтобы запустить маршрут в поселок Сарматы, необходимо провести обследование дорог, установить остановочные павильоны, составить паспорт маршрута, расписание, утвердить это все с администрацией города. Затем можно только планировать открытие маршрута. Что касается подвижного состава со стороны предприятия, то на данный момент мы готовы поставить на вновь существующий маршрут, будущий маршрут, значит, на Сарматы автобусы. За разъяснением ситуации и определением времени ввода нового автобусного маршрута в микрорайон Сарматы мы обратились к местным властям. Они в свою очередь ответили, что проблема им известна. Ее решение на данный момент упирается в финансовую составляющую. По предварительным подсчетам, на организацию короткого маршрута по улице Чайковского необходимо 3 миллиона рублей. А вот охватить весь поселок 25 миллионов. Ответственные лица заверили нас, что вопрос организации движения общественного транспорта станет предметом отдельного обсуждения у руководства города. Ринат Музафаров, Елена Афанасьева, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.